Где $1000? Казакова, полностью рынок, индивидуальный предприниматель, 14 миллионов. Где вы платили? Технологический университет. И вопросы задавайте. А что ты туда пришел? Я отвечаю за предприятие, которое я представляю. Я вам цены озвучил, которые действуют для индивидуальных предпринимателей на данный момент. На один вид товара, на один состав товара. Дальше, подождите, дайте мне ответить. Дальше отвечаю. Значит, стоимость испытаний зависит от конкретного предприятия, от накладных расходов предприятия. Естественно, это используемое оборудование, используемые реактивы. Но реально они не могут стоить 5 копеек, но полтора миллиона рублей – это достаточно низкая цена. Мы работаем ниже себестоимости для индивидуальных предпринимателей. Период действия 222 указа даже до 1 января 2016 года индивидуальные предприниматели имели уже документы, уплачивали налог на добавленную стоимость, базовую 20%. А потом их признали я вам могу сказать статистику. У нас в области 5397 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю. Из них 2239 уплатили единый налог. То есть 50% на сегодняшний день работают с уплатой налога. Да, подождите. Вы говорите о том, что мы не отслеживаем уплату налога. В первые же дни вы сами дежурили на рынках и отслеживали, кто работает, кто не работает. Вы нам давали информацию о том, что ваш сосед работает без документов. И мы назначали внеплановые проверки. Мы их проводили, устанавливали нарушения. Поэтому о том, что вы говорите, что нами не осуществляется контроль за уплатой налогов, нами осуществляется. Есть два понятных сегодня момента в жизни. Маленькие зарплаты и большие цены. Мы не можем поднять зарплаты гражданам. Так дайте нам возможность завозить товар, который им по карману. И будут довольны, мы сохраним свои рабочие места. Это прежде всего. Мы будем уплачивать в бюджет по силам своим. И не пойдем на биржу просить работу, и тогда не спрячете вы нас, что нету никого на бирже, что все трудоустроены. Я мечтаю жить в той стране, которую вижу по телевизору.